Все мы знаем с детства фразу «Ир наша» со значением «иди сюда». Состоит она из двух частей. «Ир» – это «приди» и «наша» – сюда, на эту сторону. При произношении эти два слова сливаются в одно, и гласное в конце слова «ир» фактически проглатывается, и мы слышим «ир наша». Вообще «ир» – это не только форма повеления, но в первую очередь это основная форма глагола. Путем присоединения к ней трех окончаний и образуются временные формы бурятского глагола. Для того, чтобы образовать настоящее время, мы добавляем букву «н», «н» настоящее время, и гласную из корня. В результате получается «ерны». Например, «би-ернып» – «я прихожу». Формы глагола будущего и прошедшего времени, наиболее употребительные формы, образованы от причастия, мы уже рассматривали, как это произошло, но сейчас суть не в этом. Для того, чтобы образовать глагол в форме будущего времени, просто добавляем букву «х» и гласную из корня. Получается «ерх». Например, «ши ерхыш» – «ты придешь». А для того, чтобы образовать форму прошедшего времени, просто добавляем гласную из корня. Получается «ере», например, «тире-ере» – «он пришел». А для того, чтобы выразить форму отрицания, да, просто добавляем слово «угы» или «нет». Например, «би ерны угып» – «я не прихожу». Опять же, при произношении вот это последнее гласное в конце слова «ерны» фактически проглатывается, поскольку два слова сливаются в одно, и звучит как «ернугып». То же самое в прошедшем времени «ерыугып», в будущем «ерхыугып». В разговорной речи чаще слышится «ерукып», а «ерыугып», так же, как и в грамматическом бурятском языке, «ерыгуип». Для того, чтобы образовать форму вопроса, можно использовать вопросительную частицу, можно просто интенционно сказать, допустим, «ереш», «ты пришел?». Более подробно мы этот вопрос рассмотрели в предыдущем видео. Говорите на бурятском языке. Дахим узатра барьте.